В декабре 2013 года во исполнение поручения президента Республики Саха-Якутия Егора Борисова состоялся первый съезд юристов республики. 6 и 7 октября 2016 года пройдет второй съезд. В соответствии с программой на втором съезде юристов пройдут дискуссионные площадки, каждая из которых пройдет под общим девизом «От уважения к праву, к служению Родине». Уважаемые участники второго съезда юристов, я от имени Организационного комитета хотел бы горячо поздравить вас с началом работы съезда. Надо отметить тот факт, что юристы играют очень важную роль в жизни нашего общества. Но не будем далеко ходить. Это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Это те юристы, которые работают сегодня в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления. Надо отметить, что работа Организационного комитета, участие в ней юристов прошла при очень высокой активности. Благодаря внесенным предложениям мы увеличили наши дискуссионные площадки ровно на 2. Это вопросы судейского сообщества, организация их деятельности и вопросы юридического сообщества органов местного самоуправления. Мы в своей работе всегда должны руководствоваться посылом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании единого правового пространства. Поэтому я желаю нашему съезду больших успехов, творческой работы и надеюсь, что те предложения, которые будут выработаны в ходе дискуссий, потом послужат не только укреплению юридического сообщества, но и улучшению жизни наших граждан, их труда во благо республики и Российской Федерации. Основной целью съезда является формирование региональной правовой политики в пределах полномочий Республики Саха-Якутия как субъекта Российской Федерации. Со первого съезда прошло не так много времени. В организационном плане, юристы в определенной степени объединяются, профессиональные единение происходит, и в значительной степени за это время укрепляются связи между юристами различных отраслей народного хозяйства. Но, желая добрых дел, больших успехов в деятельности съезда, мне хотелось бы пожелать следующие вещи, которые, на мой взгляд, на втором съезде должны занимать определенное место. Первая задача состоит в том, чтобы укрепить взаимосвязь, взаимодействие между юристами, контактами между юристами. То есть должно происходить взаимное обучение студентов. Если так сказать, тренинг юристов между собой. Лучшие юристы, выделяющиеся, должны определенным образом влиять на тех юристов, которым еще необходимо подтянуться. И вторая задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы юристы были более активными, более прозорливыми, что ли, и стали видеть то, что происходит в республике, как развивается республика, какие отношения становятся более такими злободневными, актуальными, как происходит становление новых отношений, новых связей между людьми. И следующая задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы в определенной мере юристы должны быть инициатором различных вещей, которые имеют новые тенденции. Здесь, мне кажется, очень много проблем, жизненных задач, которые необходимо владеть юристами, и тогда юристы будут на коне, и юристы будут востребованы в большей мере. Конституционный суд самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Я хотел бы отметить, что юридическая общественность
Госкомитет по делам юстиции, а ныне Министерство по развитию институтов гражданского общества делали все возможное для реализации основных идей, заложенных в резолюции первого съезда. Хотел бы отметить, что на первом съезде юристов мы вручили первую государственную премию имени Михаила Михайловича Федорова, основателя Высшей юридической школы нашей республики. И первым лауреатом у нас была Степанова Альбина Афанасьевна, которая на этом съезде будет основным докладчиком. Как вы помните, на первом съезде юристов мы одним из основных тем избрали для себя повышение социальной ответственности юристов, поскольку мы все вместе реализовываем федеральный закон об оказании бесплатной юридической помощи. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова благодарности всем нашим партнерам, юристам, которые работают в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, нашей национальной библиотеки, управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, службе судебных приставов, нотариальной, адвокатской палате. И этот перечень я мог бы продолжить. Безусловно, мы выполняем очень важную функцию, поскольку каждый юрист, обладая определенным багажом знаний, обязан делиться с этими знаниями с простыми своими согражданами. Хотел бы отметить, что республика является пионером в развитии правовой культуры. Так мы в 2008 году начали реализовывать проект «Правовой всеобщ трудящихся». В октябре 2009 года президентом Вячеславом Штуровым была подписана первая концепция повышения правовой культуры населения. А в 2011 году в декабре появилась вторая концепция, которую утвердил президент Борисов. Сегодня в ходе реализации второй концепции мы видим, чего мы добились. На данном съезде мы вместе с вами будем обсуждать основные концептуальные моменты по выработке уже третьей концепции повышения правовой культуры, поскольку если первая концепция была больше декларативная, вторая уже была подкреплена определенными финансовыми ресурсами, то третья концепция будет еще более действенной. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова благодарности своим коллегам-юристам за то, что вы проводите очень большую работу на своих рабочих местах. Вне зависимости от нашей профессиональной принадлежности, будь это судьи, адвокаты, нотариусы, люди, которые занимают определенные позиции в юридических службах различных предприятий и организаций, проводят очень большую и нужную работу. Верховный суд – это высший судебный орган и осуществляет судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции. Арбитражный суд – постоянно действующий официальный орган, который вершит правосудие предпринимательской и иной экономической деятельности. Уважаемые коллеги, от имени Арбитражного суда Якутии рад приветствовать вас на втором съезде юристов нашей республики. Профессия юриста была и остается сложной и ответственной. Она требует от нас большой самоотдачи, трудолюбия и ответственности. В арбитражном суде ежегодно рассматривается порядка 7 тысяч экономических споров. Можно с уверенностью сказать, что это серьезный вклад в развитие экономики нашего региона. В нашем суде сформированы 3 судебных состава. Здесь осуществляют правосудие опытные и профессиональные судьи. Постепенно арбитражный суд становится кузницей судейских кадров из вышестоящих судебных инстанций. Мы с успехом проводим научно-практические конференции, мероприятия, круглые столы. Уважаемые коллеги, за время проведения съезда на различных дискуссионных площадках всем участникам предстоит обменяться опытом и обсудить наиболее актуальные правовые вопросы современности. Поэтому желаю всем нам плодотворной работы на съезде и успехов на профессиональном поприще. И еще об одной грани юриспруденции. Это единство доброго ума и умного сердца. Если это лежит в основе закона, то общество будет стремиться жить по нему.
Уважаемые делегаты съезда, от имени парламента Республики, законодательного, представительного и высшего контрольного органа государственной власти, разрешите вас поздравить со вторым съездом юристов Республики. То, что сегодня состоится этот второй съезд, подтверждает тот факт, что в Якутии сформировано сильное юридическое сообщество. Нам есть о чем сегодня поговорить, что обсудить и поставить новые задачи. Дорогие делегаты и участники второго съезда юристов Республики Саха-Якутия, от имени Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия и от себя лично поздравляю вас с началом работы второго съезда юристов Республики Саха-Якутия. За эти 3 года проведено большое количество мероприятий, проведено немало работ. В 2013 году мы с вами говорили о формировании юридического быта в республике. Мы задавали вопрос: если не мы, то кто? И все ли в нашем обществе зависит от юристов? Насколько высока социальная ответственность юристов? Первое мероприятие, посвященное консолидации юридического сообщества, было созвано по инициативе главы Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова. Съезд стал площадкой, где были подняты самые различные актуальные вопросы по жизни и деятельности нашего региона, Республики Саха-Якутия как субъекта Российской Федерации, и были подняты, обсуждены вопросы, которые волнуют каждого жителя республики. Основной задачей Министерства по развитию институтов гражданского общества является способствование становлению и развитию регионального гражданского общества Республики Саха-Якутия, которое функционирует на территории Республики Саха-Якутия как субъекта Российской Федерации. То есть речь идет о создании таких условий, в которых полноценно, в полной мере был реализован потенциал индивида, личности, коллектива, гражданского общества, взаимодействия власти и общества, направленные на благополучие региона и на реализацию положений Конституции Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Юристы, как авангард гражданского общества, конечно, призваны нести идеалы справедливости, человечности, добра и законности. Желаю каждому из вас в нелегком вашем труде благополучия, здоровья, достижения всех поставленных задач и всего самого доброго. Прокуратура. Этот орган не является карательным. В своей работе прокуроры делают основной упор на защиту прав и законных интересов граждан, ведут надзор за соблюдением законов. Многопрофильный орган исполнительной власти – Министерство юстиции. В Якутске на управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха возложены функции по координации деятельности всей системы Минюста. Я приветствую участников второго съезда юристов Республики Саха-Якутия. За 3 года, прошедшие с первого съезда, профессиональному сообществу нашей республики удалось создать действенную систему работы с населением, выстроить государственную и негосударственную формы правовой помощи населению, действенно, эффективно проводить такие акции, как «Единый день правовой помощи детям». Но и в этой сфере, как и в целом в правотворчестве и в правоприменении, предстоит немало работы. И прежде всего сделать так, чтобы правовой акт стал действенным и доступным регулятором общественных отношений на территории республики. Нам всем необходимо сделать так, чтобы право воспринималось не отдельно от общества и государства, а было эффективным институтом, инструментом, который бы каждый гражданин воспринимал во благо. Сегодня система Министерства юстиции динамично развивается.
Мы ищем новые, современные, эффективные формы и методы работы. В нашей системе работает более 3000 единомышленников, профессионалов, выполняет более 100 полномочий по обеспечению единства правового пространства на территории Якутии, исполнению судебных решений, уголовных наказаний, исполнению судебных экспертиз и исследований, исполнению международных обязательств, оказанию квалифицированной юридической помощи, правовому просвещению и другие. Все они направлены на одну задачу – торжество справедливости и законности. Основываясь на традициях, заложенных нашими ветеранами, в системе трудятся молодые, перспективные сотрудники, единомышленники, которые, не считаясь личным временем, в напряженной обстановке стараются достигать максимальных результатов. Лучшие юристы сегодня принимают участие в работе съезда. Я желаю сегодня, чтобы участники съезда провели интересную дискуссию, обменялись мнением и были результаты во благо развития нашей республики. Тяжелая и зачастую опасная профессия полицейского взяла на себя заботу о физическом и духовном благополучии человека. Основное и бесценное богатство любой службы МВД – это ее сотрудники, каждый из которых противостоит различным противоправным проявлениям. Сегодня основная задача органов внутренних дел состоит в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, а также защите законных интересов. Должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации учреждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан. Кроме этого, ведется работа уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей, уполномоченного по правам коренных малочисленных народов республики. Во всех направлениях стоит одна главная цель – обеспечение государственной защиты. Время, прошедшее с момента проведения первого съезда юристов, показало необходимость консолидации юридического сообщества для решения общих вопросов, стоящих перед юридическим профессиональным сообществом. И те шаги, которые были сделаны с момента проведения первого съезда юристов, показывают, что мы находимся на правильном пути, что те вопросы, которые ставились и на первом съезде, и в промежутке между первым и вторым съездом юристов, они актуальны, они востребованы. Ведь не секрет, что зачастую от получения квалифицированной юридической помощи зависит мнение граждан о состоянии законности, правопорядка в Республике Саха-Якутия. И если мы говорим о построении правового государства, то должна в первую очередь речь идти о том, что подготовке сильных квалифицированных юристов, о создании единых стандартов юридической защищенности на всей территории Республики Саха-Якутия и множество других вопросов, стоящих перед юридическим сообществом. Зачастую мне, как уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера, приходится ездить со служебными командировками в северные районы, в отдаленные арктические северные наслега. И видно, разница, большая разница, безусловно, существует в том, что касается юридической защищенности лиц, проживающих в этих наслегах отдаленных по сравнению с центральными районами, с городом Якутском. И мы должны предоставить всем нашим жителям необходимую правовую помощь с тем, чтобы каждый в своей жизни повседневной чувствовал то, что он имеет возможность обратиться и получить квалифицированную юридическую помощь. Задача современного юриста – служение принципам верховенства закона и чтобы правовая помощь стала доступной для населения. Новое будущее поколение юристов Якутии готовит Северо-Восточный федеральный университет. Поздравляю всех делегатов второго съезда юристов Республики Саха-Якутия. Юридический факультет называют ведущей кузницей юридических кадров Республики Саха-Якутия. Наш факультет по своей структуре состоит из 6 кафедр. Также в состав факультета входит юридический колледж. На базе юридического факультета обучается более 800 студентов, порядка 50 сотрудников, которые постоянно проходят повышение квалификации и отвечают всем требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу. В учебном процессе задействованы такие важные учебные лаборатории, как зал судебного заседания,
Юридическая клиника принимает активное участие в прохождении студентами практики. Также имеется на базе нашего факультета хорошая крим-лаборатория и полигон место осмотра происшествия, где студенты на практике могут ознакомиться с различными действиями будущие следователи, прокуроры и так далее. У нашего факультета за последние несколько лет есть научные достижения, защита докторской диссертации нашего уважаемого декана, также защита кандидатских диссертаций нашими преподавателями. В целом все это поднимает рейтинг нашего факультета и добавляет престиж в образовательный процесс. При выборе юридической профессии студенты зачастую выбирают именно наш факультет, потому что он создает высокую конкурентоспособность другим вузам, очень хорошие условия предоставляются студентам при обучении в нашем факультете. В связи с этим мы очень гордимся, что именно наш факультет может это дать будущим юристам, создать конкурентоспособные кадры на уровне как нашей республики, так в целом, в принципе, и по всей России. Действительно, съезд юристов стал площадкой для обмена мнениями и выработки стратегии по дальнейшему развитию юридического сообщества Республики Саха-Якутия. Наша Ассоциация молодых юристов Республики, тоже активно принимает участие во всех проводимых мероприятиях по правовому просвещению населения, по оказанию бесплатной юридической помощи населению Республики Саха-Якутия. Надеюсь, съезд даст новый импульс для развития корпоративной культуры юристов республики, для совершенствования бесплатной юридической помощи и правового просвещения граждан. Девиз второго съезда юристов «От уважения к праву к служению Родине» поможет не только реализовать вторую концепцию повышения правовой культуры населения республики, но и сподвигнет молодых специалистов к улучшению качества оказания юридической помощи населению. Хотите подобный ролик? Позвоните по номеру 8 967 914 04 69. КЭМ Видео. Придумаем, снимем, смонтируем.